Я сегодня узнал, что, оказывается, наше мудрое правительство гордо отказалось от скидки и предпочло покупать тот же самый российский газ. Знаете, как мы отказываемся покупать российский газ у России дешево, мы лучше купим российский газ у Европы дорого. И возьмем под это кредит. Кстати, когда появилась информация в СМИ о том, что Еревка попросила у лидеров большой восьмерки, семерки уже, денег на покупку российского газа. Она это опровергла. Но через 2 дня сказала: нет, я просила не там, я прошу в другом месте. То есть она, оказывается, просит эти деньги у Европейского банка реконструкции и развития. Брать кредиты на покупку газа, при этом рассказывая о росте экономики, это надо быть абсолютно циничным человеком. Я к Еревке относился лучше. Я знаю, кто ее поставил, но я думал, что она, кроме закручивания гаек, сделает хоть что-то хорошее для моей страны. Здесь я слышу уже какую-то такую ахинею про рост экономики, когда берут в кредит для того, чтобы... Ну, это то же самое, что я не знаю. Посмотрите, я езжу на машине, у меня, правда, бензин, я постоянно в кредит беру. А так вообще у меня все хорошо, и моя машина ездит все быстрее. Вот так. Печально это все слышать. В эфире был Анатолий Шарий. Анатолий, если не против, скажите, пожалуйста, как правильно фамилия? Шарий или Шари? Потому что украинцы, я слышал, ставят ударение на последний слог Шари, когда вас говорят. Как Вообще, вам Шари, больше? но Шари, из ваших уст я могу услышать Нет, даже, как угодно. нет, Анатолий, Просто. как правильно, так вот. У нас в эфире был Анатолий Шарий, услышим его, надеюсь, и на следующей неделе. Анатолий, огромное вам спасибо, что вы согласились. Сегодня, к сожалению, вынужден украсть у вас немного времени, так как у нас вчера возникла такая ситуация, мы обещали дать возможность в прямом эфире поговорить с следователю и жене погибшего, вдове погибшего, поэтому вот мы должны после 45 минут это сделать, а только что я просто считаю, что вам надо знать, что было очень серьезное заявление, сделанное господином Рябковым, который является одним из высокопоставленных сотрудников МИДа, суть которого сводится к тому, что нет никакого основания считать, что в скором времени санкции будут сняты, что надо готовиться к ужесточению санкций из-за независимой политики России. Как я понимаю, здесь имеется в виду политику уже по сирийскому вопросу. Поэтому я думаю, что это будет страшный удар по многим членам российского правительства. Санкции – это всерьез и очень надолго, и будут только усиливаться. Поэтому заметьте, пожалуйста, уже российской экономикой. Хватит пытаться надеяться, что все само собой рассосется.